В результате осуществленных правительством страны мер за последние 3 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте выросла с 15,2% до 17,3%. С учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и создании рабочих мест, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании парламенту страны предложил ускоренную индустриализацию страны объявить 4-й национальной целью. Принимая это во внимание, глава государства поставил цель до 2030 года долю сферы промышленности в валовом внутреннем продукте увеличить до 22%. Для достижения этой цели необходимо взять под решительный контроль осуществление принятых отраслевых программ и инвестиционных проектов и обеспечить их эффективность и качественность. Поэтому лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил освободить от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины сырьевую продукцию, импортируемую в страну для переработки и производства конечной продукции, кроме сырья, производимого в Таджикистане, и подакцизных товаров, а соответствующим структурам поручил в течение 1 месяца определить порядок реализации данной льготы. Стимулирующие меры по организации импортозамещающего производства дали возможность за счет отечественного производства обеспечить население основными продовольственными товарами, домашней утварью и стройматериалами и таким образом за 3 последние года снизить на 3 миллиарда сомани или 31% объем импорта пищевой продукции из-за рубежа. В текущем году из 20 видов товаров и продукций, ориентированных на экспорт, обеспечено увеличение производства 15 наименований, но неконкурентоспособность и высокая себестоимость продукции некоторых предприятий, несовершенство путей защиты интересов экспортеров за пределами страны все еще не способствуют диверсификации производства и экспорта. Поэтому правительству Таджикистана необходимо наладить выгодное сотрудничество с приграничными странами для расширения экспортных и транзитных возможностей страны, транзитных перевозок товаров и продукций и создания зеленых коридоров. В ходе очередного послания к парламенту страны лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также предложил объявить 300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. По его словам, данная инициатива предложена с целью дальнейшего поддержания предпринимателей в стране, с целью повышения правовых, финансовых и экономических знаний предпринимателей, оказания помощи в разработке бизнес-проектов и поиску путей их реализации, в особенности для новообразованных субъектов предпринимательства, а также привлечение молодежи к предпринимательской деятельности, правительству Таджикистана необходимо принять конкретные меры для организации в городах и районах центров обслуживания для предпринимателей, которые одновременно будут выполнять задачи бизнес-инкубаторов, подчеркнул глава государства. Эта идея была поддержана и на заседании правительства 28 декабря. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан.